أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Слово «джихад» происходит от слова «джухд» – усердие, усилие. Ведь «иджтихад» – это усилие, усердие. Таким образом, это слово имеет созидательную, а не разрушительную основу, так как иджтихад – это и специализация улемов, позволяющая им самостоятельно выносить те или иные богословские решения по тем или иным вопросам, связанными с различными областями деятельности человека. И это мы как раз подчеркнули в этом документе. Большой и великий джихад был назван да'вой, то есть призывом к распространению религии. «Веди джихад с ними», было сказано в Коране путем воспитания высокоморальных, высоконравственных людей, и, естественно, военные действия являются лишь частью да'вы. Да, они разрешаются, но только лишь в строгих и определенных рамках. Это прерогатива государства, властей, иначе это будет отход от веры. Как говорил имам Харамайни, объявление джихада является прерогативой официальных властей. Объявление джихада одним человеком или группой людей – это совершенно немыслимо. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не призывал к бою, к сражению, но когда он завоевывал Мекку, он прежде всего проявлял милость и пытался уклониться от сражений, только там, где это возможно. Никогда не призывал к сражению, но только не по отношению к хариджитам. Когда речь заходила о них, он говорил: «Если бы я дожил до времени хариджитов, я убивал бы их как врагов Аллаха из народа Адиты». Почему он остановился, акцентировал внимание на хариджитах? Потому что хариджиты не уважали других людей. Они не думали о них, они думали только о своих узких интересах. В Саудовской Аравии мы тоже действительно сильно пострадали от их деяний. Они устраивали взрывы в городах Эр-Рияд, Дамам, вплоть до Мекки, где они нарушили неприкосновенность дома Аллаха в священной Мекке. Представьте себе, каким мерзким было это преступление. Это хариджиты, они отступили от нашей веры, они даже осмеливались посягать на самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Еще тогда они ему говорили: «Будь справедливым, о Мухаммад», а он говорил им: «Кто будет справедлив, если не я?» Они отошли от религии ислам подобно стреле, выпущенной из лука. И таким образом они старались свернуть его со своего пути. Ведь сказано: кто убил мусульманина нарочно, его наказание – вечный ад. А они совершали намного больше, чем такой грех. Мы берем пример с вашего руководителя, и мы горды им. А ваша обязанность сплотиться вокруг него во имя Всевышнего Аллаха. Я надеюсь, что милость Аллаха будет способствовать этому. И не только вся Россия должна гордиться таким человеком, но и весь мир. Мне хотелось бы сказать, что вы, господин Кадыров, очень смелый человек. Так же, как и ваш отец, вы всегда успешно преодолеваете преграды, которые стоят у вас на пути. И мы солидарны с вами в этой нелегкой борьбе, вы являетесь примером для всех. И в этом плане первое, что я хотел бы вам сказать, нужно прежде всего выделить какие-то общие интересы и основы, на которых мы могли бы сплотиться. Между народами ведь есть много общего.
У вас большая страна, и вам нужно выработать все стратегии для мирного сосуществования. Очень много вещей, которые вас объединяют, например, безопасность. Вы должны все жить в безопасности. بوصل دين هم التج والله سوقي على مصطو إدانا بوصل دين دعال دوش التج إميلخ بتش على خلجي إميلخ حكم خلجي إميلخ بريزيدنت خلجي إميلخ جنرال خلجي والله مصطو وقي على هون ده دير مصطو والله. Господин глава Чечни, пусть не смущается ваше сердце. Ваше искреннее свидетельство, что нет Бога кроме Аллаха, вполне достаточно для того, чтобы вас не обвиняли в неверии, и чтобы все знали, что те, кто вас обвиняют, заблудшие. بوصل دين دعانا سداخر سدنيا سآخر دو سنديلا دا الدنيا نشوف بقول يوش بقول بوصل سناخن برا طول يوش بوصل دين درج وتم ده خزد دا المناطق يقدروا